дуруд бинандаҳои азиз, боз ҳам барномаи навбати 90 дақиқа меҳмони хонадони шумо. соли гузашта дар чемпионати лигаи олии мамлакат ду дастае ки то лаҳзаи охирин барои боқӣ мондан дар лигаи олӣ мубориза бурданд, имрӯз атрофи ҳамин дастаҳо мо дар барномаи худ суҳбате анҷом медиҳем ва албатта сухан дар мавриди Равшан ва Файзкан меравад ки имсол ҳам ҳуқуқи ширкат дар лигаи олиро пайдо карданд ва чун ҳамеша имрӯз дар меҳмонии барномаи мо директори бошгоҳи футболи Равшан Хайраталӣ Мираҳмедов ва сармураббии дастаи Файзкан Тоҳир Муъминов қарор доранд. Хуш омадед ба барномаи 90 дақиқа. Хуб, соли 2021 ҳам ба анҷом расид, 2022 шурӯъ шуд. нақшаҳо барои дастаҳои шумо дар соли 2022 чӣ гуна аст? раҳмати калом бобо, чӣ ки ба шумо маълум аст, соли 2021 ба командаи Равшани клуб хеле соли мушкил буд, чунки солҳои дароз дар лига якумо бозӣ кардем ва яке бар лигаи олӣ баромадем. гуфта чӣ мешавад ки хеле мушкилае барое ки 4 сол дар лигаи олӣ бозӣ кардан ва ҳар мушкилие ки буд шумо худтон шоҳид будед. раҳмат ба телевизиони варзиш ки ҳар бозиҳои пахши мустақима медод, ҳар як хатоию ҳар як мушкилӣ мешуд. барои ҳамин дар соли 2020 мо нақшаҳои хеле ҳам бисёр дорем ки ман ҳамчун директори клуби Равшан клуб хостем Равшанро Равшани дигар кунем, чунки мо хостем аллакай бозингарои ҷавонро бисёртар ба тим даъват кунем. аллакай мо 7-8 нафар аз ҷавонони даста ба даста даъват кардем, хостем ки тимро аз нав боз ҷавонтар кунем. барои ҳамин мо ниятҳои хуб дорем ки бояд як даста дар оянда, як рӯзане, ду рӯзане, як солане, як дастаи хуб барои чанд соли оянда. Бале. Ташаккур. Хуб, барои шумо? Наша команда, во-первых, мы еще не приступили к сборам, пока полная неизвестность идет, хотя все команды, тот же Стекло, ЦСКА, никто еще не приступил к сборам. Единственная команда это Равшан клуб, которая начала подготовку к 2022 году. хуб, гуфта мешавад ки Файзкан аз зумраи он дастаҳое аст ки айни ҳол умуман маоши бозингарон ва умуман кормандони дастаро надодааст барои чанд моҳ. Хуб, ин то кадом андоза асос дорад? Ну, это все правда, конечно, так руководители любят говорить о том, что многие команды в таком положении, многие команды не выплатили там какие-то задолженности есть у всех там, по заработной плате, по премии, Файзкан в том числе, значит, но есть большая разница, понимаете, будущее, например, тоже какая-то задолженность есть у команды ЦСКА, которая вышла в АФК на групповой этап. Это команда бюджетная, у которых есть бюджет, и они получат эти деньги. Наша команда немножко в таком состоянии подвешенном, неизвестно, получим или не получим эти деньги. Единственный момент здесь я хочу вот озвучить так. Во-первых, команда Файзкан осталась в высшей лиге по спортивному принципу. Команда Файзкан начала сезон очень прилично, я даже скажу. Мы выиграли турнир Бахаристоне, это один из турниров по эгиде лиги. Потом мы начали начало первых игр, удачно выступали. К сожалению, директор клуба заболел у нас, и у нас начались финансовые проблемы. После этих финансовых проблем команда опустилась в то положение, в котором мы оказались. Хотя я считаю, что этот состав не должен был играть за выживание. Команда была боеспособна. Единственный момент, который я не учел, с этим, я думаю, что в этом году многие команды столкнутся, что мы все время сталкивались с тем, что легионеры, какого качества легионеры, кто они будут, как они будут играть. А сейчас большая проблема в клубах произошла из-за того, что отток футболистов наших из Таджикистана, таджикистанцев, да, которые уезжают на заработки в Россию, покидают клубы во время чемпионата. Когда трансферное окно закрыто, в нашей команде, значит, это 4 человека, которые покинули клуб. И это была большая проблема, кадровая проблема для команды. хуб, шумо ҳам дар барномаҳои гузашта гуфта будед ки дар оғози мавсим роҳбари даста гуфта буданд ки имсол ягон мушкилӣ намешавад ва ба оҳистагӣ албатта он қарзҳое ки дар назди футболбозон ҳаст онҳоро пардохт мекунанд. Чаро 4-5 моҳ мешавад ки ин гуна қарзҳоро дода наметавонанд? Я еще раз говорю, насколько реально была цифра в том, что когда директор клуба сказал, что у нас будет энная сумма такая, на которую мы можем рассчитывать, я изначально сказал, что за эту сумму работать я не буду, она просто не соответствует уровню высшей лиги. Потом началось прибавляться, говорит, что будет
прибавление, когда сумма дошла до определенной черты, когда можно было создавать команду, зная о том, что зарплату люди будут получать вовремя, премиальные, которые за выигрышные матчи. К сожалению, как он только заболел, еще раз я не знаю по каким причинам, и сейчас этих денег просто не хватило, то, что у нас было. Сказали, оказывается, мы все деньги израсходовали. Другой момент, знаете, вот сейчас по положению Раиси Нухияевой, он поменялся, правда, мы с ним не встречались. Вообще, я хочу сказать, что за 2 года работы в Файсканде я ни разу не встречался ни с президентом клуба. Я не знаю, что у нас есть президент клуба, я не встречался, ни с руководителями района я тоже не встречался. Это большая проблема, которую надо... Знаете, когда собирается команда, и команде ставится задача, что взять определенное место, когда руководители живут клубом, это хорошо, тогда знаешь, что за тобой кто-то смотрит, присматривается, тогда это хорошо. А так команда, когда брошена так на произвол судьбы, это неправильно. Ну вот сейчас новый руководитель, говорят, что он очень сильно взялся за футбол, и по той информации, которую я имею, например, у нас были планы, если мы не будем играть, вы знаете прекрасно, что команда Файсканд не имела собственного поля. Мы играли везде на выезде. То в Гисаре, то в Кулябе, то еще где-нибудь в Душанбе, но никак не дома. И он дал задание, что в Асе не новый стадион большой реконструкции ожидается, там идет хорошая работа, но это еще нужно время. Старый стадион, он хорошего уровня стадион. Единственное, там надо сделать ограждение и сделать 2 хорошие раздевалки для команды. Нашей команды и приезжающей команды. И там плюс еще играет команда Холбук в Асе, которая в первой лиге играет. Я думаю, если оборудовать стадион, и мы будем играть в своем в Асе, это для команды Файсканд будет большой плюс. خب متاسفانه در تاجیکستان همین گونه است که رهبریت بسیاری از دسته‌ها پیش از آغاز موسم ستاد مربیان فوتبالبازان رو باور میکنند، یعنی باوری آنها می‌دارند، میگویند که این سال ما بازی میکنیم، هدف ما این گونه است، وظیفه ما این گونه است، مبلغ ما این گونه است، ولی در آخر می‌باید بیچاره بازیگر، بیچاره مربی از خفای رهبریت دست می‌دهد که قرض‌های ما رو بده. خب در روشن امسال چگونه بود؟ همین گونه مشکل‌ها جای داشتن در باشگاه فوتبالی روشن؟ خیلی که شما خوب شاهدم بدین سال 2021 دسته روشن رو جدیمه و شریف با عهده گرفت و ما فکر میکنم که در سالهایی که روشن برآمد کردی است تا زیر یکمین سپانسر بگیم سرپرست بگیم که از تیم استقلال، از تیم خوجند هیچ کمی هم نداشتیم. اما کمبودی هم شرایط خوب بود. شرایط خیلی هم خوب بود. من فکر میکنم که از با استقلال هم برابر شدن بود. من فکر میکنم و تول با ما یکم چیز نبود. شما خودتون شاهد هستین، ما میدان رو تعمیر کردن، رزیوالکو رو جای لباس کنی را بله و نقشه ها باز در پیش دارن که در کلوب اکادمی روشن رو کشایند و باز نقشه است که هم فوتزالی روشن کلوب رو تشکیل دیم، هم تیم دخترها رو تشکیل کردیم، همه چیز در نقشه سرپرستانی ما است. ما باوری داریم که آینده تیم روشن یک تیم خوب می شود، باز خوبتر می شود. برای این بخشش به همه مخلصای روشن کلوب میپرسیم که ما سال 2021 یه نتیجه خوبیشو ندادیم. خب به هر صورت فهمیده میشود روشن هم بعد از چند سال گفتید به لیگ عالی اومد و خوب است که چنین سرپرستا، چنین شخصان دلسوز به فوتبال پیدا میشوند و دسته ها رو دستگیری میکنند. البته خوب است و ما باور داریم که روشن باز به همون موسم های سال 2012 2013 برمیگردد و چمپیونات باز هم پرشدت‌تر میگردد. خب با فایسکند این سال در لیگ عالی بازی میکند یا نه؟ چون اگر مثلا قرض در نزد بازیگران، در نزد مربیان داده نشده باشد، по гуману фиг микнул. Я думаю, что руководство клуба приложит все условия, чтобы рассчитаться с футболистами. И команда Файсканд, еще раз говорю, по спортивному принципу команда осталась в высшей лиге. Она должна играть в высшей лиге. А в каком ракурсе будет команда, как она будет выглядеть, это все зависит от руководителей клуба. Они могут сказать, у нас будет такая сумма, на основе этой суммы мы должны содержать команду, и команда должна играть в высшей лиге. А то, что она будет играть, я думаю, что это на 90% решено. Ну, команда должна и будет играть. Единственный момент, еще раз говорю, есть
Федерация футбола Таджикистана, которая будет проводить лицензирование команды, потому что у нас было очень много минусов, особенно в плане молодежного состава. Дублирующий состав у нас очень плохо, очень невыразительно выступил. Это проблема. Проблема в том, что именно был контекст основан на том, чтобы создать в самом вот этом совхозе, откуда команда существует, чтобы вот эту молодежь подтянуть и на будущее подготовить для команды мастеров, для главной команды. И, к сожалению, с чем мы столкнулись, были хорошие ребята, которых мы могли подтянуть, но жизнь такова, что родители заставляют этих ребят уезжать на заработки в Россию, команду они бросают, и в дублирующем составе тоже человек 6-7 просто бросили команду и уехали на заработки. Хуб, шумо дар бораи ҳайати ҷавонон гуфтед. Хуб, мебинем ки аз ҳайати ҷавонон ё дубли дастаҳои асосӣ кам футболбозон ба ҳайати асосӣ роҳ меёбанд. Чаро ин гуна аст? Масалан дар Тоҷикистон чемпионати Ю17, Ю18 ва боз ҳайати ҷавонон аст. چی فایده است برای دسته‌های اساسی که اینقدر مبلغ مصرف میکنند؟ هیئت جوانان هم در برابر دسته‌های اساسی سفربر میشوند و بازی‌های سفری. خب چی برتری دارد همین بودن هیئت جوانان در دسته‌های لیگ عالی؟ Я могу сказать только свое мнение. Сегодня технический директор департамента Федерации футбола Салхиддин Гафуров звонил, мы разговаривали. Он говорит, как найти выход из положения по дублирующему составу, именно свое предложение внесите. Я могу сейчас, так сказать, свое мнение. Я не могу навязывать, это не моя прерогатива. Единственное, смотрите, правильно говорите, у нас идет У-18, У-16, У-14 эти игры. Зачем тогда мы создаем дублирующий состав под У-18? Не нужно он вообще. Я думаю, что хотя бы У-20 сделать, У-20, У-21, тогда из этих 20-летних, 21 года мальчишек мы можем подтянуть к составу под основной состав. Это уже зрелые ребята, которые могут поддержать команду. А ребята, 18 лет, что они покажут? Ничего. Плюс к тому, что сейчас идет, значит, это тоже никому не секрет, что У-18, У-16, У-14 играют школы. В школах идут проценты, которые немножко, пусть не обидятся мне тренера, например, да, немножко погубительно это все. Мы У-18 ребята, у нас У-18 мальчишка был из Кулаба, он был у нас, потом с Равшана Кулаба там со школы пригласили его, и он, я буду играть там, помочь надо команде. А по регламенту нельзя играть и за У-18, и в дублирующем составе тоже нельзя. Поэтому мое мнение, что надо ценз увеличить до 20, до 21 года, чтобы у нас была подпитка под основной состав. Дар бисёр кишварҳои рушдёфтаи футбол ҳамин гуна аст. Ю-20, Ю-21, Ю-22 ва ҳатто Ю-23 ҳам ҳаст ки ба ҳайати асосӣ кӯмак мекунанд. Хуб, Равшан соли гузашта як муддат бемураббӣ буд, баъдан боз Наҷмиддин Толибов даъват гардид. ҳоло дастаро ки тамрин дода истодааст? ҳоло мо дар даста ду мураббии беҳтарини Тоҷикистон ки ҳастанд, мураббиёи бигем хеле пуртаҷриба ҳам ҳастанд, даъват кардем ва дари равшани клуб ба ҳама бозингарони ахусус Тоҷикистон, клубҳои Тоҷикистон кушодааст. метавонанд биёянд мақсад чизи худшона бисанҷанд, то маҳоратшона бисанҷанд, ягон мушкилӣ нест. мо аллакай таи 3 рӯз аст ки мо тамрини худро дар душанбе сар кардем. барои ҳамин мо чӣ хеле гуфтем, боварӣ дорем ки ҳар ду мураббиёи хубанд. онҳо ки ҳастанд? خیلی در آینده روزهای نزدیک معرفی میشوند. بله، مربیان تاجیکستان هستند. بله بله بله. خب به هر صورت فکر میکنم روشن نیست بعد از یک مشغولیت ها باز معرفی خواهد کرد. خب بالاتر توهیر مومینوف گفتند که بسیار از بازیگران در جریان موسم میروند به کشورهای دیگر برای البته مبلغ به دست آوردن و فوتبال را ترک میکنند. خب سال گذشته در روشن دیدیم که یک قسم بازیگران رفتند در جریان موسم، مخصوصا لیگیونران. چه سبب بود با لیگیونران که آنها رفتند به دیگر دسته ها بازی کردند؟ خیلی که شما خودتان دیدین بازیگرای لیگیونری که به تاجیکستان میان نه اونقدر لیگیونرای خوب هستند و خیلی که در برنامه پیشکی گپ زدن درباره لیگیونرها که لیگیونر است که با بازی فروشی مقصد با بوکینگ مشغولانی ان. برای همین هر یک مربی وقتی که یک بازیگر دعوت میکنه
ба як умеди даъват мекунад ки ба тими ёрдам диҳанд. Барои ҳамин сабабош бисёр буданд. Баъд мо бачаҳои ҷавон чӣ хеле гуфтем, бачаҳои ҷавони мо ҳам аст бозӣ кардан ягон ҷои чӣ нест. Мо ҳамаи кӯшиши ғайратро кардем ки дар лигаи олӣ бимонем ва дар оянда як тими нав бисозем ки легионер даъват мекунед шумо? албатта бе легионер намешавад, чунки агар озиро бигирем барое ки ози аллакай дар синни 18 солагӣ ба хизмат даъват мешаванд ва мо ҳам агар Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳар сол ба тимо кӯмак мекунанд ва агар илоҷаш бошад, мақсад ягон роҳаш бошад, қисми ҳамин легионерро бисёртар кунанд, мақсад лимитро ба 6 кас мақсад бозӣ кунад, барое ки аллакай дар мобайни мавсим метавонӣ ки бебозингар бонӣ. Барои ҳамин агар боз ба ҳамин чизои мо агар шарту чии мо ҳам розӣ шаванд, боз хубтар мешавад. Хуб, чаро легионероне агар дағал ҳам шавад пассифат ба Тоҷикистон меоянд? Масалан дар Файскан ҳам ҳамин гуна буд, дар бисёре аз дастаҳо онҳо на он қадар бо футболбози маҳаллӣ бозии арзанда нишон дода метавонанд. Ну, все зависит от финансов. Чем больше финансов, тем лучше и качественные легионеры мы можем пригласить. Ну, посмотрите, Стекло, у них легионеры очень высокого качества. А легионер высокого качества, естественно, потребности финансовые у него тоже большие, поэтому все зависит от финансов. Тот же Равшан Куляб, я хочу немножко коснуться Равшан Куляба. Вот сейчас мой друг Гайрат, он затеял немножко реконструкцию клуба, он прав в этом плане. Смотрите, ну, есть игроки, которые лет 10 они засчитали цвета Равшана, 10 лет даже больше. Они отдали этому клубу очень многое. Ну, наверное, пришло время, когда надо дать дорогу молодым. Насколько получится у него эта перестройка, насколько сможет он сделать новую команду, чтобы это была не команда однодневка, а команда с перспективой на будущее. Все-таки Равшан Куляб — это огромное количество болельщиков, это любимый клуб. У нас таких два клуба в Таджикистане на данный момент. Это Равшан Куляб и Старавшан, где огромное количество болельщиков. И поэтому реконструкция, дай Бог, чтобы у него все получилось, как он затеял, чтобы хорошо. Поэтому Ояндажда, у него, наверное, будет хорошая перспективная команда с прицелом на будущее. Да. Если есть сейчас сегодня финансы, есть хороший задел, например, но как, опять же, как поведут руководители, спонсора клуба. Вдруг они захотят 7-минутный результат. Они скажут, нет, команда должна выступить идеально, попасть в зону АФК. Тогда ему надо будет перестраиваться, ему надо будет брать более опытных игроков, более качественных легионеров, и чтобы команда показывала результат. Если они скажут, постепенно это все, давайте год-два, тогда мы потом будем это делать. Тогда это будет другой ракурс, другие задачи. Все от этого зависит. По поводу того, что вы сказали насчет легионеров, я тоже сейчас вот мы разговариваем со многими тренерами. Это сейчас, да, даже если мы приглашаем посредних таких легионеров, я думаю, что мы немного потеряем, но в данный момент мы как тренера сталкиваемся с проблемой того, что сейчас опять же придет осенне-весенний призыв армии. Опять же, наши футболисты из Таджикистана начнут убегать от армии, они просто будут выезжать за пределы республики, и тогда мы останемся ни с чем. Опять же, будет нехватка кадров, опять же, мы будем играть, я не знаю, состав. У меня в том году был такой момент, мы играли с Исхатой, и у меня просто не было игроков. 11 игроков и одна замена легионера, только легионер на легионера мы могли иметь. легионероне ки имсол хабарҳо бисёр ҳам шуданд ки онҳо бо дигар роҳҳо машғул ҳастанд, ба дигар корҳо. Алиёр Ашимамадов ҳам ҳамин суханҳоро гуфтанд, мураббиёни зиёд буданд, Ғайраталӣ Мирахмедов ҳам ҳамин гуна гуфтанд. Шумо чӣ назар доред дар бораи? Я не буду касаться этой темы, это больная тема. Пусть есть руководящие органы Федерации футбола, которые должны заниматься этим. Это не моя компетенция. Единственное, что могу сказать еще раз по поводу того, что какой ракурс игр чемпионата. Посмотрите, мы сейчас с чем столкнулись. Опять же говорю, большая проблема для двух клубов, которые будут играть на АФК. Это для команды ЦСКА и для команды Хаджин. Нету вратаря, местного вратаря, таджика. Есть у нас 3 вратаря, один получил травму, Ятимов, 2 других, это Мухридин Хасанов и Шорух Киргизбаев, они находятся в расположении клуба «Стекло». Значит, эти 2 клуба будут приглашать обязательно
вратаря-легионера. На данный момент, мое усмотрение, что на данный момент в Таджикистане под уровень АФК играет у нас вратарей нету для этих команд. Плюс еще, смотрите, два клуба, это Хаджент и ЦСКА. Это команды, которые будут сейчас готовиться непосредственно к играм АФК. Значит, они сейчас по мере своих возможностей, по мере своих финансовых возможностей, они будут привлекать одних из лучших, значит, в Таджикистане футболистов. Значит, с чем мы останемся? Да, вот Равшан, сейчас у них есть финансовое положение хорошее, они сейчас на данный момент начали сборы, кого-то притягивают к себе, кого-то призывают, подписывают контракты, это плюс им. Мы начинаем позже, значит, что останется там, неизвестно, кого пригласить, с кем работать. А в итоге получится так, как всегда у нас. Команда Файскан соберется, команда Файскан будет играть, кто будет тренером, мне неизвестно, поэтому сейчас, например, со мной контракта нету, я не подписанный контракт, я не могу утверждать, что я главный тренер команды Файскан. Но какой бы ракурс ни был команды, завтра руководитель клуба позовет и скажет, я выделяю такую сумму, мне нужно попадание в лигу АФК. Это неправильно. Это первый момент. Второй момент, посмотрите, команда ЦСКА, я поздравляю еще раз Хабира Давлатова, значит, с выходом команды, что она вышла в групповой этап лиги АФК. Но смотрите, за последние 4 года команда стабильно берет 3 раза 3-е место. С 4-й попытки только команда играет в АФК. И если дальше пойдет так, что у них все будет налажено, все так что будет, это будет боеспособная, хорошая команда. Хаджент, он постоянный участник лиги АФК, поэтому там тоже сагдийская зона во главе с председателем сагдийской зоны большое внимание уделяет команде. Команда не испытывает финансовых проблем. Вся проблема в нашей хатлонской зоне. Бале, таваҷҷӯҳ камтар аст ба фикрам ба футбол дар ин минтақа, чунки бубинед хатлон ҳам ба ҳамин мушкилиҳо рӯбарӯ аст, мушкилоти молиявӣ. Хуб, Равшан танҳо мушкилоташ ҳал шудааст, Файскан ҳамин гуна аст, боз чанд дастае ки дар лигаи якум бозӣ мекунанд, онҳо ҳам ба мушкилоти молиявӣ рӯбарӯ шуданд. Но я извиняюсь, Бобо, здесь один момент такой есть, да, мушкилот, это да, есть в хатлонской зоне мушкилот, да, но основной приток футболистов в сагдийскую зону и в те другие зоны поставляет хатлонская зона. Вес, который, все футболисты, которые выходят для продолжения карьеры и какие-то цвета защищают клубов, это хатлонская зона. Я чиз дига бахшиш нагуфтам, раҳмат ба раис шаҳри Кӯлоб ки навшудагиаш ки Бахтиёр Назарзода моро хуб қабул кард, аллакай дубор қабул кард ва як бисёр шахсе аст ки барои Тоҷикистон бисёр хизматҳо кардааст, бозам хизмат мекунад. Раҳмати калон ки моро нақс қабул кард ва нақшҳое ки мо дар пеш доштем якҷоя бо вай ҳал кардем. Чӣ хеле ки гуфт имсол мо аз ҳукумати шаҳр ба дастаи Равшани Кӯлоб маблағҳо ҷидо мекунем ки даста боз як сатҳи баланда чӣ шавад, ба натиҷаи баланд ноил шавад. Бале, барои ҳамин хоҳиш мекунем, хоҳишам бигем, як чиам бигем ки раисои шаҳр ҳамин тимора дастгирӣ кунанд ба монанди Бахтиёр Назарзода. Бале, бисёр хеле ҳам хуб мешуд. Бале. Хуб, Равшан аллакай 3 рӯз гуфтед машқҳои худро сар кард. Аз бозингарони бо таҷриба киҳо даъват шуданд ва оё бозингароне ки соли гузашта буданд дар ҳайти даста ҳоло дар тим ҳастанд? аз соли гузашта аз тими дастаи Равшан фақат 4 нафар бозингарони ҷавон аст ва як нафари бо таҷриба Рустам Ризоев дарвозабон даъват шудаги тамом. Чӣ хеле ки дар пештар гуфтем ки мо мехоҳем тимро аз нав созем ва як тими боз пеш тими пурқувваттар ҷавонтар кунем. Барои ҳамин мо нақша, чӣ хеле гуфтем, бисёр нақша аст. Оли мо вақтам дорем, даъват мекунем бозингарони бо таҷрибаро ва чӣ хеле ки маро мешнаванд мебинанд, дари Равшан ҳамеша кушода аст. Дигар нагӯянд ки мақсад дар тимо моро маблағ намедиҳанд. Марҳамат, шароити Равшан мерасад вориди хуб бозингар. Хуб, нақшаҳо ки ҳаст? Аллакай ягон бозингарро зери чашм карда? Албатта бисёр аст, ин кори мураббиён аст, кори ман нест, чунки аллакай ман як сол мешавад ба ҳайси директори клуб, бале, ҷавобгарӣ дар сари онҳост, маблағ аз тарафи мо. Барои ҳамин мо аз онҳо ҷавобгарӣ мепурсем ки бозингарои хуб даъват кунанд
як натиҷаи хубтан. Барое ки чихеле ки нав гуфтем дар тими равшан имсол аллакай дар пеш як нақша як гуфти чизо задачам гузоштан ки бояд тими имсол ҳам ба ҷои якум ё дуюм. яъне равшан имсол барои чемпионӣ талош бале барои чемпионӣ талош мекунад, ҳам ғалтидан ба ҷоми афк. Бале барои ҳамин мо як кӯшиши хуб мекунем. Мо ҳами базаи клуби равшанро дар душанбе қарор додем то як соли дароз. мо фақат метавонем рӯзҳои бозӣ як рӯз пеш ду рӯз пеш ба клуб сафар кунем, бозиро дар клуб кунем ва як тими пурқувват кунем. чаро дар душанбе? чаро душанберо интихоб барое кардед? ки аст бозингарҳое ҳастанд ки бисёри вақт бозингарои хубан ҳастанд, мехоҳанд дар тим баромад кунанд ва намедонам аз чӣ сабаб дар клуб намехоҳанд рафта истода. ба ҳамин хотир инҷо барои ин хотир мо инҷо бале баъзе худро бале чӣ кардем ки як тими пурқувват кунем ки чунки аллакай мухлисони мо ҳам интизоранд ки як аз тим як натиҷаи хуб дар соли 2022 интизор ҳастанд. хуб ташаккур, воқеан ҳам бисёр олӣ равшан агар имсол барои унвони чемпионӣ талош кунад, чунки бисёре аз дастаҳо дар чемпионати мамлакат дар оғози мавсим масалан намегӯянд ки мо барои чемпионӣ талош мекунем. масалан ҳар замоне ки мо аз хуҷанд мепурсем мегӯянд мо барои зинаи дуюм талош мекунем ё дастаи дигар. бисёр хуб аст. албатта ин ҷои ягон ҷои пӯшида нест. мо мақсади мо ҳам аст, барое ки агар вақте ки дар пеш мақсад надошта бошӣ кор карда намешавад. барои мо ду мураббии беҳтарини Тоҷикистонро даъват кардем ки беҳтарин бозингаронро даъват шаванд. Марҳамат боз ҳам такрор шавад. боз мегӯям дари равшан кушода аст. марҳамат маҳорати худро бисанҷанд, як бозии хуб ишон диҳем. хуб ташаккур. агар масалан Файзканд дар соли 2022 ҳолаташ хуб шавад, даста метавонад талош карда, вале ҳоло аз ҷониби ягон даста ба шумо пешниҳод шуда буд барои соли 2022? Нет, я как-то и не связывался. Шумо гуфтед ки ман шартнома надорам ҳоло бо Файзканд. Шартнома надорам, это не значит, что я ушел с Файзканда, например. Просто контракт закончился, и пока никто из руководителей, мы просто еще не начали сборы, хотя мы в тесном контакте с директором клуба находимся, Хавилу Кадыровым. Значит, по поводу того, что Равшан притязание на чемпионство дает, это хорошо, но посмотрите, что и Ставравшан. И Ставравшан команда, которая не опустила руки, команда, которая вот, на днях информация пришла, что они пригласили тренера иностранца. Команда финансово хорошо поддерживаемая, команда никаких задолженностей не имеет, и команда Ставравшан ставит задачу попадания в зону АФК. Значит, это тоже будет очень хорошая команда. Плюс команда Исхата. Исхата с финансовыми проблемами тоже никаких проблем нет. Я думаю, те ошибки, которые команда Исхата в этом году имела, значит, они все их исправят, и думаю, тоже будет боеспособная команда. Что остается? Хатлон. Хатлон тоже самобытная команда. Тут команда вышла в высшую лигу Ригар. Я думаю, что в этом году, если все правильно будет налажено со всех команд, 10 команд, которые будут, естественно, бороться между собой, и команды проходных игр не будет. Я имею в виду ту же команду, ту же Файзканд. Я буду там главный тренер или другой тренер, там это не будет проходная команда, поэтому мы получим очень интересный чемпионат. Хуб, соли гузашта дар ҷараёни мавсим ҳамон ҳолати танаффус ё муҳлати танаффус хеле ҳам зиёд буд. Хуб, ин ба дастаҳо таъсир накард? Масалан, шурӯъ аз моҳи октябр то саршавии моҳи ноябр як муддат танаффусӣ хеле ҳам зиёд буд. Хуб, ҳамин танаффусҳо чӣ таъсир мерасонанд ба дастаҳое ки дар лигаи олӣ бозӣ мекунанд? Ва ҳоло бубинед ки пандемия хеле зиёд шудааст. Дар футболи Аврупо ҳамин гуна ҳолат хеле зиёд аст, аммо масалан чемпионатҳо ҷараён дорад, баъзе мушкилиҳо аст ки мухлисон шуморашон камтар иҷоза дода мешавад ба майдон. Хуб, дар мо чӣ таъсирашро расонида метавонад? Ну, наверное, я отвечу, да, так как директор клуба в меньшей степени в этом процессе участвует, могу так сказать. Во-первых, если мы сейчас все планами АФК, ФИФА будет утверждено Федерация футбола, например, и они будут знать, когда будут какие международные игры, когда будут где какие игры проходить, тогда они, исходя из этого, они будут составлять календарь. И тогда не будет этих разрывов. Можно где-то играть
через 3 на 4 день играть, чтобы календарь не растягивался так, да, если так грубо. По поводу того, что были эти перерывы, кому-то пошло на пользу, кому-то нет, ну это у каждого по-разному. Кто-то во время этих перерывов залечивает травму футболисты, и в дальнейшем они боеспособная команда выходит и играет. А некоторым, кто идет на ходу, выигрывает, потом идет перерыв, этот спад начинается, и этот перерыв идет во вред. Еще раз, ну, в этом плане, еще раз говорю, Федерация, Лига проведения, мы разговаривали с директором Лиги Савель Шукурбоновым, который говорит, мы все эти факты учтем, и надо сделать так, чтобы был свой хороший чемпионат. И это всегда было так, что когда сильный чемпионат, это сильная сборная. В любом случае, в сборную мы легионеров приглашать не можем, а значит, в этом году у сборной очень большие задачи, им надо попасть на Кубок Азии, поэтому вся концентрация будет делать на то, чтобы подготовить команды. Плюс здесь надо учесть, что Истеклол будет играть в Лиге чемпионов, и 2 команды наши будут играть в Кубке Африки, плюс еще У-23 у нас очень много международных игр, поэтому как будет это, какой календарь будет они создавать, так, чтобы удобно было и всем, и клубам, и национальных сборных. خب سال گذشته بعداً مشکلی‌ها در دسته‌ها آن بود که میدان‌ها چندان آماده نبودند. مثلا میدان روشن هم در جریان موسم معلوم بود که آنقدر خوب آماده نبود. خب این سال چی می‌شود؟ آیا متخصصان دعوت شدند برای آماده کردن سبزه میدانی دسته روشن؟ بله، الکی ما تای 10 روز بگیم خطا نکنیم 10 روز پیش با میدان چیزای لازمه که در کار بود قوم و دیگه چیزا ما علاقه آوردیم، باز آوردیم و میدان رو از نو با آبی نو تامین کردیم که سال گذشته چقدر که شما خوندین خیلی مشکل بود برای ما آبی نو هم آوردیم که امسال ما فکر میکنم میدان ما از یگان مشکلی نمیشه. برای همه این چیزایی که ما مشکل بود ما علاقه از حل کردیم. بله. خب یک چیزی بسیار تشویش‌آورم اون است که بعضی از دسته‌های لیگ یکم با استثنای چند تیم آنقدر توجه ندارند برای برآمدن به لیگ عالی. چرا چنین است؟ زمانی که دسته‌ها توجه نمی‌کنند برای به لیگ عالی برآمدن دسته رو تشکیل کردن. مثلا شما با چند دسته‌های لیگ یکم آشنایی هم دارید و حتی دسته‌های لیگ دوم. چی باید کرد که همین حالت‌ها بهتر کرده شوند تو انگیزه برای دسته‌ها زیادتر شود و آنها تلاش کنند که حتما باید برای لیگ عالی راه خط گیرند؟ Очень такой хороший вопрос. Знаете, во-первых, все зависит от руководителя. Руководителя, который исполняет указы президента республики, который говорит, что надо поддержать футбол, массовость футбола. Это и те люди, как руководители, вот вчера буквально мне дали информацию, что в Каракуме команда создается, Апрелевка в первой лиге, и руководитель говорит, я сделаю стадион и поставлю задачу команды, чтобы команда вышла в высшую лигу. Буквально вчера опять же был разговор, что директор Фурудгоги Парвоз Аль-Мардонов вызвал некоторых людей и сказал, что у нас все после этой пандемии налажено, значит в этом году команда должна выступать в области, занять первое место. На следующий год команда должна играть в первой лиге, занять первое место и выйти в высшую лигу. Все-таки Парвоз есть база, есть стадион и есть хороший источник финансирования. Мне очень обидно за Вагдад, в команде, в которой я работал 4 года. Значит, когда руководитель болел футболом, команда была грозная, хорошая, была соперником для всех команд. И сейчас в таком состоянии команда, которая просто существует. И построенный стадион, новый стадион на 20 тысяч, и просто он стоит бездействует. Это очень обидно. Хотя в Агдаде, я думаю, что есть меценаты, которые готовы помочь команде, но это надо хорошего руководителя. Из первой лиги много команд. Вот, Паншер, возьмите Паншер, тоже там строится стадион для команды, чтобы команда играла в высшей лиге. Футболисты есть, и руководители есть, которые хорошо относятся, которые просто так, как получится. За это, чтобы мы должны поднять. Есть, я знаю, не знаю, я правильно буду говорить, неправильно, по тому, что той информации, которую я имею, значит, скорее всего, в этом году примет исполком решение, что
увеличить команды до 12 команд. Я думаю, что Да, так будет в 2022 году. Значит, из первой лиги, может, 3 команды выйдет в высшую лигу, или со второй лиги, и из высшей лиги 1 команда вылетит. Это какой ракурс будет, но по регламенту FIFA АФК у национальных чемпионатов игр должно быть больше, команд должно быть больше, поэтому мы должны прийти, мы придем к этому, это все постепенный этап, когда у нас не будет ни 10, ни 12 команд, у нас будет нормальный чемпионат, 16-18 команд в 2 круга, и это все регионы будут задействованы, это будет очень здорово. бале. Хоб соли гузаштам ҳамин гуна мегуфтанд ки шумораи дастҳо зиёд мешавад, вале баъдан маълум шуд ки то соли 2023 ин чиз яъне зиёд карда намешавад, то соли 2023 шумораи 10 даста бозӣ мекунад. Бобо, это спортивный принцип. Если бы мы в этом году сказали бы, давайте сделаем 12 команд, и ни одна команда не вылетает, спортивного принципа не существует. Это озвучится в начале года. Агар имсол шавад чи? Да, вот и в этом году, если будет исполком, они утвердят о том, что на следующий год будет 12 команд. И сделают спортивный принцип, сколько команд выходит с первой лиги и сколько команд вылетает из высшей лиги. Это будет спортивный принцип озвученный, и тогда все команды будут готовиться. Тот же Куктош, вот мы разговаривали с президентом клуба, он молодец, руки не отпустил, он говорит о том, что независимо, в смысле, как независимо, команда вылетела в первую лигу, он говорит, я независимо от того, что я играю в первой лиге, у меня стоит задача вернуться в высшую лигу. Он не бросил команду, значит, это на следующий год тоже одна из таких команд, Ленинский район, значит, это район Рудаки, тоже огромное количество болельщиков, которые поддерживают команду. Я думаю, что на следующий год мы увидим ее в высшей лиге. Бале. Хоб, ташаккур барои суҳбат ва умедвор ҳастем ки соли 2022 барои футболи мо соли бубарор меояд. Ҳам дастаҳои лигаи олӣ, ҳам тимҳои мунтахаб, ҳам клубҳое ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок мекунанд, хубу арзанда баромад мекунанд ва умед дорем, орзу дорем ки мушкилиҳое ки дар соли 2021 барои дастаҳои лигаи олӣ буд, дар соли 2022 такрор нашавад. Ҳатто бо дастаи Файзканд ки ҳоло ҳам ҳамин мушкили ҷараён дорад ва умедвор ҳастем ки дар зудтарин фурсатро барои даста расидагӣ мекунанд ба ин мушкилот ва дар лаҳзаҳои хеле ҳам гӯем ки наздиктар Файзканд ба машқҳои пеш аз мавсими худ бармегардад. Хуб, барои ширкататон дар барномаи 90 дақиқа изҳори сипос мекунем. Умедвор ҳастем ки дар барномаҳои навбатӣ боз ҳам дар бораи мавзӯъҳои мубрами футболи кишвар ҳарф хоҳем зад. дӯстони арҷманд, дар меҳмонии барномаи мо буданд директори бошгоҳи футболи Равшан Хайраталӣ Мираҳмедов ва сармураббии дастаи Файзканд Тоҳир Муъминов. бори дигар эшонро хайрамақдом мегӯем барои ширкаташон дар барномаи 90 дақиқа. дар ҳамин ҷо барномаро ба анҷом мерасонем. То нашрои дигар сеҳатманду пирӯз бошед.